Хорошо, с вами новости. Доброе утро, мои дорогие друзья. Мы сегодня с Аишкой, да? А снимает нас Мадина. Передай привет. Ну, баги хамид, на коус. Ты бабушкина? Они яха. Как мами? Мы чахи як мама хароко. Як мама малая хароко. Ну, кыся. Так, друзья. Короче, мы сегодня с Аишкой, с Мухаммедом и с Мадиной встретились на рынке. Я их прислала с какими покупками вперед меня домой. А сама еще ходила по рынку, мне надо было кое-что купить. Да? Да. Так, хочу показать вам, что я купила. Ну, это клубника на стол. Это купили мы сегодня. Вот просто ради интереса хочу показать. Сейчас, подожди. Сейчас мы это уберем. Потом по ходу потихонечку расскажем. Что? Я ее плотно не смогла закрыть, она не закрывается. Не закрывается. Точнее, она легко закрывает, она же обычно нелегко закрывалась. Вот видишь, воздух выходит и закрывается. Все. Ой, Каспер. А это клубника, которую я оставила для Аишки и Мадины еще с воскресенья. И вы представляете, это была чашка полная, сюда лазили. С ней ничего не случилось. Если еще я ее сейчас с холодильника доставала, там еще крышка была открыта. Вот кто-то лазил. Если не открывать, так она вообще хранится превосходно. И вот представляете, вот воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг. 5-й день сегодня, и с клубникой ничего. Вот именно из-за того, что вот так вот закрывается она. Хоть и не получается там герметично, но тем не менее, вот так вот закрылась. Потом выпускается воздух. И превосходно здесь вот так вот. Превосходно здесь все хранится. А говорили, хотела что показать, да. лишние Вот, траты денег не денег. лежала. Там в холодильнике. Купили абрикос для Аишки. Ну, там сколько она стоила? Аишка ее не любит, я ее для себя купила. 150? 150 рублей. Но она перегревшая, такая домашняя. Аишка вообще не признает абрикос. Мы и черешню для нее купили. Так, а вот черешню купили. Стоила 200 рублей. Вот такая вот черешня. Рынок, конечно, не снимала. И сейчас снимаем на мобильный телефон, потому что Ибрагим забрал мой телефон. Итак, сегодня у меня должны приехать гости. Но не знаю, будет гость один или с ним кто-то будет. Но у меня будет гость. По крайней мере. Гость точно. Гость Один точно гость. обещался. Один приехать точно обещался. Поэтому кое-что вот просто накрыть на стол. Ничего такого не купила. Просто груши, апельсин, банан. Яблоки. Какое-то время у нас начали привозить красные апельсины. Прям красные. Чтобы в середине красные были. Да, я их давно Я не даже могу не купить. спросила. Так. А я ты еще что, купила? докупила? Ну, я хочу, наверное, посмотрю, лимонад хочу сделать. Так, здесь помидорчики. Помидоры были сегодня по 120. Апельсины были 100 рублей. Бананы я не помню, сколько были бананы. Не знаю. Я не знаю, это она вместе взвесила. Были Яблоки 120. были 130. Апельсины 100, я как сказала. Лимоны были по 35. Так, такие 3 тряпочки. У меня уже на кухне тряпочки старенькие по 35 рублей. Так, взяла просто такую воду. Это местная наша вода от Челуки. Лимонад. Просто как на стол. Так, огурчики сегодня были по 30 рублей. Я их делаю малосольные и практически каждый день отправляю на работу Багалдину на обед. Так, у меня уже состарилась клеенка на столе. На этом столе купила клеенку. Почему такая темная? Почему такая темная? Темная? Ну, я не знаю. Хотя камера ее очень светло передает. Она не темная, нормальная. Мне показалось, что как раз под цвет всего. Так, изюм купила. Наверное, сегодня хочу сделать сладкий рис. Посмотрим. А еще разобьешь эту бутылку. Делаю или нет. Точно не знаю. Так, воду вечером выпьешь. И отделю. Так, все. Здесь мясо. И мясо у меня еще. Это, скорее всего, баранина. А это говядина. Так. Купила баранину мясо, да. Хочу запечь ее в духовке, наверное.
Вот такие вот ребрышки Я хочу. баранины. Будем запекать в духовке. И говядину. Говядину просто буду отваривать. Галушки, наша подлива. И, наверное, мы сделаем еще люля-кебаб. Так, это что? Пиалы не Огурчики. показал. Помидоры я показала, огурчики показала. Сейчас дальше для пиалок отдельная история. Это фарш я разморозила утром из дома. Я хочу. Подожди, сейчас дадим тебе. Подожди. Так, и хочу, конечно, моя подписчица не хотела, чтобы я об этом говорила. И не знает, что я об этом скажу. И не знает, что я купила что-то. Но вчера моя подписчица сказала, что давно хотела меня, купить мне что-то на день рождения. И никак у нее не получалось. Хоть и день рождения, да, было давно. Я ее просила очень. Мы с ней общаемся в личке часто. Не то, что часто, мы каждый день с ней общаемся. Тебе показывай. У нее никак не получалось, как она мне рассказывала, мне прислать что-то, чтобы меня обрадовать. Я ее очень просила, что просто то, что со мной она общается, что она со мной разговаривает, что мы дружим с ней, мне хватает. Аиша, подожди секунду, Мне не очень шуми. хватает этого, и мне очень радостно из-за этого, чтобы не присылала она никаких денег, но она все-таки не перестала. Короче, прислала денежку. Я сегодня как раз поехала на рынок и про себя думала, нужно что-то купить, раз она прислала мне эти деньги, чтобы и ей было приятно, и чтобы мне было приятно, и чтобы у меня был какой-то, память о ней. У меня не было пиалок именно с моим сервизом, который я покупала. Короче, вот стоит вот этот сервиз у меня не было пиалок. И я как раз на денежку, которую она мне прислала, купила вот эти вот 12 вот таких вот пиалок. Так что теперь у меня есть и с моим сервизом и вот такие пиалки одинаковые. Чуть сейчас имя не сказала. Она бы меня, наверное, сейчас будет, не знаю, она, наверное, слушает сейчас меня и боится, что я назову ее имя. Короче, огромное-огромное тебе спасибо, моя хорошая. Ник не называй, а имя скажи. Нет, имя тоже нельзя называть. Нельзя. Потому что многие узнают, кто она. Короче, вот такая вот память будет о тебе. У меня всегда меня напоминает о тебе, короче говоря. Хотя мы и так с тобой, опять-таки, не почти, а каждый день вместе. Вот такие вот 12 пиалок. Осталось только приготовить национальный биг и Да. пригласить ее в гости. Да. Сегодня, эти пиалки нам нужны, в принципе, всегда, потому что мы с мясом, любого гостя мы встречаем с мясом, с картофельной подливой, с бульоном, и для этого нужны вот именно вот такие пиалки. Это у нас так, Войнахов. Поэтому, особенно даже у ингушей, чеченцы-то еще и в кружках могут бульон поднести. У них картофельные подливы тоже редко бывают. Ну а у нас всегда должна быть картофельная подлива и бульон именно в пиалках. Поэтому огромное-огромное тебе спасибо. Вот такие вот пиалки. Я давно хотела их купить именно с этим сервизом. И вот они у меня теперь есть. Все. Еще раз спасибо. А теперь мы потихонечку, если буду я успевать что-то делать, в смысле не что-то делать, а снимать, мне нужно потихонечку готовиться. Уже 11-12 час, по-моему. Я задержалась. Да, уже 12. Даже 12 задержалась на рынке. Мне надо было еще и Танзиле что-то купить, отправить. Она у нее тут сегодня оказался заказ. Она не смогла сегодня приехать. Тоже хотела приехать. Но я ей разрешила остаться дома, выполнить свой заказ. Вот так вот, друзья, вот такие вот покупочки. Действительно, сегодня стол хочу накрыть в таком вот ингушском стиле, можно сказать. Будут галушки и, как я сказала, баранина запеченная. Ну и все. Просто, в принципе, я не знаю сколько, я действительно не знаю. Он сказал, что будет он один. Просто сказал, я приеду в гости. Но пока не буду говорить, кто. Хоть это будет один и тот же ролик, но пока не скажу, кто. По ходу действия вы будете узнавать, кто же у меня в гостях. Все. Так, друзья, и теперь я начну, Мадина будет все это уносить, заносить, а я
разделаю быстро баранину. Потому что надо ее... Моська! Или Каспер, Каспер. Ну давай я сейчас тебе дам кусочек мяса. Ну пойдем, 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 пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Кушай, все. И отстань от меня. Так, вот это вот я вырежу и добавлю, наверное, люля-кебаб. Будет говядина с бараниной. Так интересно, как я снимаю. Телефон у меня Мадинин, как я сказала. Так, вот, по-моему, видно, да? Ага. Все. Аишка, что ты там делаешь? Так, все чашки наши заняты. Пусть будет здесь. Так. Оставить так или все-таки порубить? Посмотрим. Так, и знаете что, друзья, баранина у нас стоит 480 рублей. Вот я такую баранину купила сегодня по 480. Так, говядина была 430 на кости, которая. Так, это тоже я срежу и тоже добавлю люля-кебаб. Как раз и жир мне нужен. Жалко, Ибрагима нет дома. Отточил бы нож. Сколько бы не было гостей, вроде бы всю жизнь встречаю гостей, но всегда, когда вот так вот встречаю гостей, все-таки немножко переживаю и нервничаю. Хоть один гость, хоть два гостя, тем более человек, который к нам едет, у меня никогда не был в гостях. Он у меня первый раз. Поэтому, конечно, немножко волнуюсь. Так, не знаю, интересно, как у Мадины снимает телефон. Что-то не знаю, большие куски нет. Вообще даже думаю, может отварить ее, не запекать. Так, ну вот это тоже я срежу. Вот так вот. Скорее всего, лучше вот так вот порубить. Аишка, Аишка, ты будешь помогать мне? А? Ты мне помогать будешь? А? Чего так вздохнула? Надоела ты, да? Надоела я тебе? Что ты хочешь? Андахаза. Ну, подожди, у бабушки руки грязные, подожди. Потом мама сейчас зайдет, мама с подохутой. Хорошо? Помнишь, как мне это пальто было по тяжко? Сейчас он висит. Так, смотри, вот так или оставить? Ба. А? Вот это какие. Ну, тоже длинные я оставила. Да, оставь. Это слишком толстое, нет? А? Нет, да? А, ну жир достань себе для этого. А его Достал. всё равно Достань. Это коробка от чего? Ежи. От топорика. Ежи. Конечно. Так от чего? А, Иисус, наверное. Я себе еще неделю назад этот топорик купила. Каспер, я ж тебе давала мясо. У меня маленький топорик лежит с этим инструментом. Сколько раз его руками достает? Басика. Машинка. Еще Какая красивая. Может быть, вот так вот порубить? Как ты думаешь? Да? Что? Да? Может, а вот это отрезать, нет?
Я оставила как есть. Да. Так, сейчас я помою, высушу, потом подключимся еще раз. Так, ну и сегодня быстро замаринуем. У меня очень мало времени, по идее. Замаринуем Ты огурчик тоже хочешь? баранину. Чего? Огурцы замариновать? Да, вот тоже маринованные, ну, малосольные изделия. Так, значит, у меня тут адыгейская соль. Мясо у меня, по-моему, 3 килограмма. Да. Я сказала, прям много. Много соли? Почему много соли? Так, соль. Значит, красный перец. Черный перец. Вот эти тряпки можно убрать? Я думала, конечно, рассчитывала баранину тонзила сделать. Что-то можно, я купила новые передники старые. Так, азан прозвучал наш уже. Соевый соус. Может остановить? Все, я сейчас скажу, и все остановишь. Я разговаривать не буду. И у меня аджика такая, грузинская аджика. И немножко аджики. Все, теперь все это... Фу, перец. Все перемешаю и оставлю в этом, в рукаве. Короче, подключусь, как все сделаю. Так, и добавим сюда еще немножечко чесночного перца. Баранина любит чеснок. Именно чесночного перца. Все. Теперь все тщательно так. Соевого соуса. Если честно, я соевый соус, конечно, в баранину никогда не добавляла раньше. Но так дело говорить будет вкусно. Вот, аджики добавила хорошенечко. Прям намазала эту аджику прямо на каждый кусок. Вообще-то хорошо было бы, конечно, чтобы сделать шашлык, но у меня нет мальчиков дома. И заниматься этим некогда. Вот такая баранинка. Так, ну-ка, разреши мне помыть руки. Курицы нет, можно было, наверное, не сделать. Курицу я не хочу. Я не люблю шашлыки. Не надо из курицы шашлыки. Все, хватит, что будет. Все равно, ну, 1-2 человека будут. Не поедят, все останется. Так. Теперь переложим в рукав сразу. И пусть полежит теперь. Наверное, часов до 5 можно, да? 5 уже поставить, хватит же. 7, если будет. 7. А? Хватит? За 2 часа же прожарится? А? И за 1,5 килограмма. Ну, тогда вот до 5 все, о баране не забудем. Вроде бы он сказал, молодой барашек. Так. Ой, я порвала. Порвала. Отрежь оттуда вот эту штуку. Или вон там, по-моему, штучка. Вон, смотри, вот, которая завязывается. Получится. Вот голубенькая, нет, голубенькая лежит штучка. Где она порвала? Ну, вот я сейчас взяла побольше. Посмотри, еще есть. Нету? Это мне Мухаммед всех все растранжирил в тот раз. Вот это пойдет, это Ну давай, пойдет. Вот тоже завязка. Мясо хочу. Мясо. Так, если сейчас положить в духовку, она же не испортится ничего. Лучше в холодильник. Обычно замариновано мясо. У меня некуда туда, нечего уже ставить. Все Там тоже все заполнено. И все наши Есть наверху, есть. Здесь зацепим.
Мальчик, маринад еще, лоток. А, вон, Хая дала. Еще до лёда была. Аишка, Хая, маме, лоток принеси маме. Аишка. Златок Аишка. дала? А вот калах, еще ниже. Как я? Дикая ему, дикая, Ашкушкина, пожалуйста. Ну давай маленький, давай. Ой, мамина помощница. Жалко, Ибрагима нет дома. Ибрагим сегодня у нас, я уже, по-моему, сказала, у Ибрагима экзамены. Жидкость хализ албрицу. Так, короче, дырочки будем делать, когда будем ставить в духовку, да же? На. Там у меня свекла вареная, может, салатики из нее сделать? Дырочки вообще после того, как она пропечется. На, держи. Ставь, теперь займемся дальше. Так, друзья, сейчас я хочу быстро сделать огурцы малосоленые. Таких никаких салатов мы делать не будем. Просто будут малосольные огурцы. И, скорее всего, просто нарезка с помидоры с огурцами. Потому что лето, жара, в принципе, никакие салаты не нужны. Вот так вот, килограмм огурцов. Эшка, перестань. Так, был у меня утром острый красный перчик, не можем найти. Главное, я на рынке не купила. Придется сухой вот такой вот добавить. Просто чили. Не знаю. А так вообще-то вот острый перчик нужно добавить в малосольных огурчиках. Лавровый нужен, да. Помой 2 листика. Ну и чесночок. Как хотите, по вкусу чеснок. Они маленькие, прикольные. Чеснок убежал. Какая-то непонятная реакция. Очень кошек, какая-то непонятная реакция. Нет ее нигде. Чего? Перца. Лежал перчик там, кусочек. Вчера я четвертинку добавила. А ведь этот лимон лежал. Лимон лежал, да. Вот тогда я лимон видела. Я помню, что там что-то Нет, лежало. не лимон лежал. Лимон уже я положила после того, как я приехала. Когда я чеснок ела, я помню, что там что-то лежало. Лимон лежал. Ой, там лежал утром этот острый перец красный. Прям 4-ю часть, наверное, я нарезала. Ладно, все, я уже тебе искать не надо, займись другим делом, потому что все равно там добавлено уже все. Я ничего не ищу, я мясорубку хочу взять. Вот эта кастрюля нужна. Нет. Аиша, ел? Так, ну, короче, зелень. Острый перец, чесночок. Какой марина не шумит. Чесночок. Также можно мариновать и помидоры. Малосольные будут. Так, я забыла купить соль. Ибрашка придет, надо будет соль купить. Так. Столовая ложка соли, без горки только. Так вот. Столовая ложка уксуса. Ой, сейчас сахара сначала добавить. Столовая ложка соли, столовая ложка уксуса. И столовая ложка соли. Так. Записала и уксус, и соль. Но это все надо будет Ибрагиму в магазин послать купить. Вообще-то хотела все закупиться, но... Не маленькая будет сетка. Сетка не маленькая. Нет, нет, нормально. Так, все, добавила все. Теперь просто перемешать и все.
И огурчики, в принципе, друзья, через 10 минут готовы. Ну, а у меня будет постоять до вечера. Я про них забуду. Все. Теперь сделаю лимонад тоже, чтобы он успел остыть в холодильнике. Так, короче, на 2 литра у меня получается будет лимонад. Почему крышку не накрыла? Он не должен закипеть. Просто подогреть только воду чуть-чуть. Выключи. Чуть-чуть еще подогрение оставить. Короче, с 2 лимонов, 2 апельсинов берем цедру. Вообще-то можно было, наверное, компот из клубники сварить, даже не заморачиваться на это. Надо было тебе мохито взять. Мне интересно посмотреть, на вкус как получается. Взять Мяту. мяту взять, да? Вообще-то мяту и сюда можно было добавлять, в этот лимонад. Кто-то это мохито делает, спрайт добавляет, спрайт добавляет. Я уже как готовый спрайт, готовые вещи я не хочу. Единственное, что в минералку можно добавить, чтобы был газ, на спрайт нет. Зачем? Зачем делать спрайт? Еще чего-то спрайтом. Он же готовый напиток. Многие мохито там делают. Но я хочу более натуральное что-то сделать. Наоборот, чтобы было домашнее, натуральное. Спрайт-то и так можно купить, поставить бутылку. Есть ты где? Может, хватит? Не хватит. Сегодня, по-моему, опять дождь обещали. Интересно, будет, нет? По погоде дождь всю неделю стоял. Эти 2 дня не было. Нет, не стоял. Ну, такой, какой маленький процент стоял. А сегодня уже побольше процента стоит. В огороде вообще страшно сейчас зайти после этого дождя. На него сколько выходит? Чего? Лука. Лука? Ну, 2-3 лука есть. А, в году? Мгм. Хватит. Друзья, значит, вода теплая. Необычная вода, у меня горная вода. Ну и вам тоже всем нужно, чтобы она была ну, такая бутилизированная вода, да? Необычная, не из-под крана, чтобы она была. Так, теперь цедру сняли с лимона и с апельсина. Цедру отдельно добавлять? Так, да, цедру дай мне. Короче, цедра с 2 апельсинов и с 2 лимонов. Вот это белое нельзя, да? Чтобы Белое нельзя, чтобы не горчило, да. И теперь с 1 лимона и с 1 апельсина. Ну, с 2. Попробуйте не легче. Половинки я хочу ходила. И это сок. Мы будем пить сок. Будет лимонад, да? Так, вот. Значит, тут сок от 2 апельсинов и 2 лимонов. И 200 грамм сахара. Все. Это все сейчас перемешается и будет стоять до вечера в холодильнике. Перед подачей мы его просто процедим. Да, вообще-то надо было купить мяту. Можно и процеживать, и он получится как в палпе. Нет, лучше процеживать, потому что тут цедра. В палпе только мякоть, а тут цедра. Я тоже. Процеживать нужно обязательно. Все, с лимонадом тоже справились.
Так, сейчас приготовим фарш для люля-кебаб. Вот эта кинза, мама, даже вот эта штучка ужасная пахнет. Что? От этой кинзы хоть и эта штучка пахнет. Ну, это петрушка, но тут буквально 2 веточки кинзы. Там-то должна быть вообще кинза. Но у меня рядом растет, и, видимо, я 2 этих просорвала. Где Таишка? Что ты хочешь? Вкусные тефтельки? Да? Лимонад все-таки выпила. Так, хмели сунели в хаят. Ну что? Лимонад все-таки выпила. Ага. То, что ей не нужно, выпила. Так, значит, у меня тут говядина и баранина. Лук прокрученный. Да. Так. Чесночок прокрутишь мне? Это же не надо. Нет. И это не надо. Это не надо, это не надо. Так, значит, хмели сунели добавим. Чайную ложку. Ой. Я не помню. Что ты делаешь? Колгейш? Так, немножко чесночного перца. Красный жгучий перец. Перец. Она острая, что ли? Еда острая, что ли? Просто сказала жгучая. А. Ты руками, не руками, а ложкой, вилкой ешь. Это я утром, прежде чем поехать, успела сделать и для Багаудина на работу, и для, как думаю, все приедут как раз в обед, чтобы не готовить. Все утром приготовила тефтельки с картошкой. Так, она чеснок, и я буду перемешивать. А, соль не посолила. Соль. Остальное все добавлено, и перцы, и все, соль не добавила только. Так, да, чайная ложка соли на килограмм мяса. Чуть-чуть больше. Лучше бы ты ее это чеснокодавкой выдавила бы. И, скорее всего, комку делаешь, наверное, острая. Ты же ела? Мама, попробуй. Попробуем. Нормально. Вообще не острый. Мама вот это сказала жгучее. Это не жгучее. Если ты за это говоришь. Мама, попробуй. Держи. Ты что, у нас алкашка? Так, у меня нет пергаментной бумаги. Да, катаю. Так, нам же пока не надо их жарить. Нет. Ну, я сейчас поставлю в холодильник, пускай потом мне время придет, мы купим пергаментную бумагу. Мне нужно купить растительное масло. Вообще надо будет пергаментную бумагу многоразовую купить. Короче, вот я без вас дальше сделаю фарш. Потом, когда будем выпекать, я покажу. Сюда нужно было добавить еще одно яйцо и тщательно его отбить. Я его отбивала без вас, чтобы была более однородная консистенция, чтобы они не разваливались. Люля-кебаб не разваливалась хорошо. Ну, в этом вообще-то его надо выпекать на улице, как шашлык на шампурах. Но мы будем его делать в духовке. Вот я его тщательно отбила, поэтому переложила сюда. Все, пока это тоже будет отдыхать. Так, ну,
Друзья, я просто понемножечку подключаюсь, что как делаю, походу понемногу поставила варить рис для сладкого плова. Теперь дошла очередь у меня до мяса говядины. Но пока варить не буду, просто я сейчас его сделаю, помою, поставлю, чтобы было готово. Так, короче, это мясо стоило 430 рублей. Вот такие вот куски. И ребра я взяла. И каспер. А, нет, уже теперь Моська пришел. Да, Моська, теперь твоя очередь. Найди, дам тебе мясо. А, и Каспер прибежал. Добрал у нас мясо, да? А да, Моська, на. Всё. Так, мне надо выпить пополам. Слишком большие. Так, сейчас порублю пополам, помою, поставлю, и будет готово у меня мясо. Потом, по ходу, посмотрим. Мухаммед, ты уже? Клубники уже? Хози? Хози? Хози, клубник. Человек. Мой человек. Кушать не стала, клубнику ест. Так, теперь хочу сделать хворост, наверное, наш. Войнахский. Так. С 5 яиц. 5 яиц. Немножечко соли. Немножко сахара. Чайная ложечка без горки. Можно добавлять, можно и не добавлять. Чуть-чуть. Ой, ты, мамочка, бабушка тебя чуть не прибила. Буквально на, ну, как соль, чуть-чуть соды. И все. Уксус я не буду сегодня добавлять, я не знаю. Я обычно раньше его не добавляла, мне что-то не понравилось, когда я делала с уксусом. Все это можно было, конечно, купить. Я не знаю, что ты на меня нашло, зачем я заморачиваюсь. Хочу это все сделать дома. Так, клеенку поменяем чуть-чуть попозже, наверное, да? Так. Сколько нужно муки, я, наверное, так не скажу. Надо потом взвешу когда-нибудь, но не сегодня, чтобы знать, сколько муки. Просто нужно замесить крутое-крутое тесто. Миша, фидео. Что это? А, изюм? А это не открывается, другое открывается. Вот. А кто звонил? Только что гудочек был. Может, Ибрагим с магазина звонит? А где твой телефон? Сергей Галушин. А, на зарядке. телефон здесь, я. А, да, ты зарядка, телефон. Зарядка, я на мой телефон дадет. Туда. Это. Так, ну вот. А, да, Алекс. Теперь соединим это тесто.
Павел, потягивай, я нас начали. А, Ришка, он там будет падать везде. Там. Mami alarsınız hastalığı şakaydı. Побежал. Куда побежал? Мухаммед. Мухаммед. Ну чего ты, меня? А? Чего? Ну там, не знаю, будет ли падать. Ой, а я верно, а вот это хатишься. Мгм. Как дела? Там смеет, там это. İbraş kolçunu ma hanzim ki cevap kırınkı. Sen ha kodisi. Ama Hayal kayıtları, hayal. Так, теперь я займусь хворостом. Друзья, вы будете с меня смеяться, но у меня опять рассломалась тестораскатка. Мне придется теперь раскатывать это тесто вручную. Короче, я тонко-тонко раскатаю и подключусь. Так, друзья, теперь у меня я сделала быстро галушки из кукурузной муки. Сейчас закину. А потом, когда уже гости придут, гости, скорее всего, я не знаю точно, как придут, перед накрытием стола разогреем. Так будет проще. А кукурузной, говорю, из пшеничной муки галушки чуть-чуть попозже. В принципе, их даже можно будет успеть после того, как гости пришли. Пока будут покрываться на стол, они сварятся. Даже в этот момент закинуть. может улитку? А? Может улитку? Улитки что? Запечу. А, ну да. А улитки что, запекают разве? Что с ними делать? Маленькие? Не знаю. Деликатес, Я не знаю, я улитки не готовила. Смотри, он был. Да. А в тот раз, когда я клубнику покупала, тоже очень много было улиток. Хорошо, что у нас в огороде нет. Может, деликатес считается? Единственная напасть, которого у нас в огороде нет, а так все есть. Так, потому что немножко меня подвела Танзила сегодня. Не смогла приехать, но делать нечего. Так, это для сладкого... А, не видно. Вот. Для сладкого риса уже я немножко подогрела, прожарила изюм на сливочном масле. Сейчас. Рис тоже у меня уже не видно. Сейчас покажу. Рис тоже до полуготовности. Вот сварен, стоит, уже стекла вода. Сейчас буду его тоже собирать. Ну, все в процессе, друзья. Надеюсь, я то, что наметила, успею. Чуть-чуть, правда, то, что я наметила, не могу. Не успеваю, ну ладно. Хотела еще халву нашу сделать, но не получается у меня, к сожалению. Долго я на рынке была сегодня. Так, все, теперь... Так, ну вот, теперь я быстренько сделаю, поставлю сладкий плов. Пока он будет стоять, можно заниматься другими делами. Галушки варятся. Интересно, как я снимала. Сегодня я не буду говорить, хотя и так нормально рецепты для вас не пишу. Я исправлюсь, друзья, когда-нибудь, что рецепты буду писать и нормально их говорить. Как-нибудь потом. Хотя у меня есть где-то на каналах есть. А? Ссылки оставишь. Я забываю эти ссылки оставлять. Говорить, Ибрагиму писать. Так, все. И теперь так вот.
И дальше вот так тоже. Рис, потом изюм, потом сахар. Уже время поджимает, если честно, у меня. Ну, есть еще 2 часа в запасе, но все-таки. А? А баранину сейчас надо уже ставить. Вот сейчас рис поставлю и баранину поставлю. Так. Люди сюда добавляют много чего. И цукаты, и курагу, и яблоко, и лимон. Я не люблю. Я люблю чисто просто изюм, рис и сахар. Никаких прибамбасов. Кто-то и орехи кладет. Я не люблю. Так, ну все. Так, ну вот, теперь я положу баранину уже. Уже время. Вот, как видите, тут вышел сок. И, наверное, я тут сразу же рядом и положу свои люля-кебаб. Да? Так, у меня нет, к сожалению, ни фольги, ни... как ее? Ни пергамента. Поэтому я положу... Ну, как для запекания тут? Да я делаю нож. А, вот. Так. Сейчас просто лишнее отрежу. Все. Теперь буду формировать кебаб и положу, сколько сюда поместится. Не все успеваю, конечно, снимать. Так, друзья, сейчас я буду формировать люля-кебаб. Смотрим. Так, побоялась, что Аишка смотрит мультик, вдруг еще авторские права какие-то будут качать, поэтому переснимаю снова. Короче, друзья, вот смазываю яйцом, налепила люляшек, смазываю яйцом, и теперь быстренько все в духовку. Люляшки, конечно, быстрее приготовятся. Баранина дольше будет, но ничего. Если что, можно будет разогреть люля. Буквально перед подачей на минутку поставить. Можно и в духовку, можно и в микроволновку. Ой, так. В нескольких местах проткнем и в духовку. Ой, кажется, светку я не подняла. Светку вообще не надо. Жаровню просто поставить. Ну, процесс у меня идет. Как поставила пюре для
подливы нашей картофельной ингушской для соуса, для подливы, не знаю. Точнее будет. Теперь лук и морковку, зажарку для этого соуса, для этой подливы. Ну, а на ингушском это называется бир. Мясо я уже отварила. Значит, баранина и люля-кебаб стоят в духовке. Мясное, можно считать, уже почти завершено. Галушки кукурузные отварила. Теперь нужно отварить только из муки. Ну и вот хочу еще сделать хворост тонкий. Время вроде бы есть. Огурчики сделала малосольные. Ну и просто нарезка будет, скорее всего, больше. Ну, у меня там стоит свекла, не знаю, Мадина говорит, с майонезом свекольный салатик какой-то сделаю. Ну, я не думаю, что именно мужчинам нужны эти салаты, поэтому я не стала заморачиваться, даже вообще и не планировала какие-то салаты делать, кроме вот малосольных огурчиков и свежей нарезки. Потому что, в принципе, мужчины не очень любят разные эти салаты с майонезами. Так, ну вот, друзья, процесс идет. Мадина, надо коробку вот эту вот поставить, чтобы цыплята зашли, они уже хотят садиться. Вот просто на бок поставь коробку, она сама туда заходит. Я им делаю, давай. Так, вот, смотрите. Камень, ножницы. Красивый, разваристый. Раз, два, три. Получился у нас. Ты проиграла. Очень вкусно, друзья. Так, зажарка тоже готова, картошка варится, в духовке все стоит. Ну, все идет потихонечку. Мадина там уже потихоньку начала посуду мне накрывать на стол. Так, ну сейчас немножечко скажу все-таки, кого я жду. Жду я блогера, нашего ингушского блогера. Не знаю, опять-таки, будет он один или с кем-то. Как-то об этом не говорили. И он уже подтвердил, что только что прислал сообщение, что к 7 часам он приедет. Так что, друзья, вот так вот. А кто он за блогер? Я вам скажу, когда я его уже встречу у нас. Так, друзья, шумит вытяжка все-таки, но делать нечего, выключать нельзя, потому что будет жарко. Делаю картофельную подливу. Пюре сделала из картошки, зажарку, как видите. И теперь разбавляю бульончиком, в котором варилось у меня мясо. Сейчас надо будет подальше. Так, гуляшки уже у меня пожарились, я не снимала, вынула, пока печется у меня, запекается, вернее, баранина. Сейчас посмотрим. Значит, этот соус, бир должен быть не очень густым и не очень жидким. Вот все. Вот консистенция такая. Она еще загустее. Сейчас я поставлю на огонь и немножечко потомлю, минут 5 на огне. Как мне эта курочка надоела. Не садиться со своими цыплятами. Так, сюда нужно еще зеленушку. К сожалению, я пошел встречать корову. И он меня снял. Так, сейчас зелень добавлю. Бараниной пахнет прям вот, ну, не просто бараниной, а именно специями, бараниной.
вкусно. Ну, почти что я запланировала. Я почти все сделала. 5, по-моему, уже 7-го. 5-10. Все. Сейчас потом по ходу еще подключусь, если что. Так, начала я жарить хворост. Как видите, вот так вот. Сейчас. Обслуживать будешь сам. Стол я накрыла. Так, друзья, и все-таки вот интрига моего сегодняшнего ролика. Я не говорила, что кто у меня будет в гостях. Начинала, что пока не скажу, потом сказала, что будет блогер наш войнахский. И у меня в гостях блогер наш Муса. Фамилию я не знаю, к сожалению. Аздуев. Муса Аздуев. Он ведет канал, который называется Войнах Дог. Канал, на который я сама подписана, мне очень нравится, и советую вам тоже посмотреть. Но, конечно, русскоязычным не так уж сильно будет как-то понятно иногда, особенно прямой эфир, но тем не менее, Муса поднимает темы особенно про нашу Ингушетию, в принципе, да, а так вообще про войнахов. И ссылку я на канал Мусы оставлю в описании, закреплю в комментариях. О себе он сейчас расскажет сам. И о себе, и о своем канале, и мы немножко поговорим. Ну и на камеру, конечно. Муса, представься. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Добрый вечер, уважаемые братья и сестры. Меня уже представили. Канал Войнах Дог, канал Миротворец, канал интернациональный. У нас аудитория весь бывший Советский Союз. Даже к нам турки заходят, через переводчик пишут, как они потом признаются нам. Поэтому у нас в аудитории есть грузины, есть, это я обращаюсь к зрителям, есть казахи, узбеки, ну и весь наш Кавказ. Также на канале присутствуют и осетины. Мы рады абсолютно всем. И, конечно, мы больше акцент делаем, так как канал называется «Войнах Дог», мы больше акцент делаем касательно нашего народа, но также мы поднимаем порою и очень важные вопросы для каждого человека. Я сегодня нахожусь у замечательного человека, которому я давно сам хотел приехать. Человек, ну, для подписчиков понятно, кто за человек, но человек, который вот я испытываю к ней огромное уважение. Я очень благодарен за то, что сегодня состоялась встреча, благодаря Леле за гостеприимство. Я заставил ее с нами сесть, она наотрез отказывалась, это я сразу предупреждаю, я ее просто в буквальном смысле заставил на правах гостя, поэтому вы уж не берите на себя такую ответственность стать судьями, поэтому она сидит с нами за столом, потому что я так попросил ее и еле уговорил. Лела, я слышал, хадис, вахабуста, хавюста, что ты отдал ладузу, шхудуе, Аллаху, борца, Богу, пожалуйста. Я резко хавена Муса, да, как-то мы знаем, мы почти на каждом эфире я стараюсь быть у Мусы на прямом эфире, интересные бывают разговоры, и люди интересные, поэтому сейчас мы просто познакомимся поближе. Узнаем. Да, и поговорим о проблемах, именно о блогерах, о блогерстве и проблемах республики, наверное, немножко о проблемах именно, ну, наших национальных проблемах, о датах наших, об обычаях наших. У него вообще-то акценты на этом у тебя стоят, да? Именно на
то, что Первую мы очередь. теряем свои некоторые наши корни, наши адаты, наши все вот эти вот вещи у нас немножко теряются, и нам бы не хотелось. И вот на этом сильно берет акцент Муса, и я тоже поддерживаю его в этом. В любом деле, вот мы как раз об этом слегка переговорили, в любом деле, когда человек что-то делает, конечно, ну, всем угодить, это просто невозможно. Если даже сегодня человек, вот если он, допустим, или бизнесмен, или руководитель нашего региона, если он сейчас, не знаю, где-то договорится с каким-нибудь бизнесменом, заполучил, вот я сейчас, например, говорю одного человека, да, вот он там смог бы привести в республику 10 миллионов долларов, и если он все эти деньги раздаст, все равно скажет, половину себе в карман положил. Вот такая у некоторых натура у людей. То есть всем угодить практически невозможно. Я зачем вообще начал из этого, издалека? Работа блогерская, это же как бы общественная работа, тем более, если человек работает в открытую, как мы с тобой, мы же на ты договорились с тобой общаться, потому что в нашем менталитете войнавском на вы не принято обращаться, мы даже Всевышний, мы Всевышний, обращение к Всевышнему всегда обращаемся на ты. Так, поэтому, когда мы работаем, и ты, наверное, сталкивалась с этим, бывают злыдни, я их так называю, злыдни. Ну, негативно бывает. Да, бывают злыдни. Вот бывает, например, ты делаешь публикацию, ну, некоторые публикации, да, даже если это обычный стрим, ты же к нему готовишься. Что просто так вышел болтологией заниматься. Ну, бывает, раз у меня стрим называется просто общение с друзьями или там ответ на вопрос, это понятно. Но когда ты какую-то тему вначале озвучиваешь, ты же готовишься к нему. Ты потратил на это время. Или выпускаешь какую-нибудь публикацию, ролик, передачу. Подготовка это занимает порою несколько дней. Вот он длится, допустим, 30 минут. 30 минут он длится. Ты его только запустил эфир, через 2 минуты уже в роли судьи там уже свой умник. То есть за 2 минуты же невозможно посмотреть 30 минут. Поэтому эти злыдни, конечно, они попадаются, но хвала Всевышнему, вот касательно моего канала, ну я просматриваю твои ролики и вижу, и у тебя там в комментариях. Хвала Всевышнему, все-таки добрых, хороших, порядочных людей намного больше. Поэтому я хотел бы и тебя попросить, и попросить каждого, кто нас слушает, из тех, кто работает в блогерстве, хотел бы попросить не останавливаться только потому, что кто-то там троллит, вот, выражаясь вот этим интернетным языком. Да, эти трольщики есть, их надо просто игнорировать. Вот я никогда не отвечаю. Я имею в виду, вот, допустим, кто-то что-то там опубликовал, я, чтобы сейчас начал ему прямо в интернете отвечать, такого я считаю, если ко мне есть претензии, он должен приехать ко мне и сказать, вот у меня такие претензии. Если у меня будет, я к нему приеду, независимо, где он живет, в Чечне или в Ингушетии. Ну а женщине, конечно, байнавской женщине, ей намного тяжелее, чем мужчине, потому что здесь вам, женщинам, приходится соблюдать наш адат и наш менталитет, и это выражается, начиная с формы одежды, даже в каждом, можно так сказать, в каждом движении надо соблюдать эти адаты. Женщинам, конечно, тяжелее, вот, особенно если вот такую общественную работу, но все равно твой канал, он пользуется огромной популярностью. Я очень рад, что у нас есть сестра наша, у которой есть вот такая аудитория и вот такая огромная поддержка. И хочу пожелать тебе всего самого наилучшего. А тем, кто хочет начать или только начал, я желаю им больших успехов и дам совет, хотя, может быть, я и не имею на это права, но все равно не обращайте внимания на трольщиков. Простой совет. Игнорируйте. Спасибо большое. Это тоже многого стоит, друзья, что мой соотечественник, действительно мой брат по вере, можно сказать, да, не можно сказать, а да, брат по вере, получается, что он не против моего блогерства, а у меня было много вопросов, как относится к вашему блогерству именно и соотечественники, и родственники.
И сегодня Муса действительно ответил вам, как лично он относится, ну и в его лице, наверное, в принципе, конечно. большинство мужчин Конечно. нашей республики к тому, что я веду блогерство. Да. Это Я- наоборот хорошо. Я стараюсь, по крайней мере, не подвести своих братьев. Потому что я считаю, вообще, во-первых, не знаю, правильно ли я считаю, что в моем лице видят женщин индушей, да, Да. наших, вот именно что в моем Конечно. лице по-любому. Поэтому мне тоже не хочется, чтобы обо мне думали плохо. И, как Муса сказал, и эти комментарии, конечно, меня тоже очень иногда выбивают из колеи. Иногда я не могу неделю даже брать в руки телефон и снимать, потому что бывает большой негатив, но учимся потихонечку это все не пропускать через себя. Можно? Можно? Я вот касательно того, что вопрос, против я или нет, или должен ли быть против кто-нибудь или нет, я вот, допустим, берем тебя конкретно, да, я, Аллах свидетель, я человек такой, ну и ты бываешь у меня на стримах, ты знаешь, я очень прямой человек, я маски носить не умею. И скажу честно, то, что я сейчас скажу, многим не понравится, но если брать то, что я думаю, я считаю, ты на 1000 голов выше, на 1000 голов выше тех, кто открыл вот эти свинарники, ты понимаешь, о чем я говорю, я их назвал свинарниками, вот эти провокационные каналы, сидят-то под никами, вот это не то, что не мужики, не то, что не война, это вообще не люди. Таких, я извиняюсь за такое грубое выражение, но другого слова нету. Таких людей называть ублюдками. Да, это грубое слово. Поэтому твой канал, если бы он был бы во вред нашему народу, конечно бы я был против. Если бы он был во вред кому-либо, да, не то, что там целому народу, вообще кому-либо, я был бы против такой работы. И я всегда против таких людей. Потому что это мы люди верующие, алхамдулиллах, и нам Всевышний запретил. Нам запретил фитну. Фитна это я объясняю для тех, кто не понимает это слово, это я больше для твоих зрителей объясняю. Фитна это человек, который занимается распространением негатива, сплетней, там, интриг и так далее. То есть, кто хочет, чтобы разложилось общество, чтобы был конфликт, чтобы было недопонимание. Поэтому зум, я пару слов скажу, пусть меня зрители простят, других национальностей, я на своем языке скажу пару слов касательно, эти слова будут адресованы конкретно войнахам. Ажал ухалса угаюшу бежбол би валлахи баллахи таллахи сдуна гахмар баца духа уча азвайдахут алхам хамхойсхан аду би амяха асфан диалцарсон сейдегит шажамяхас ба что провокатор жди ба сакцан ораб отвечает он ахмах бачу. Значит, Олилдер, пейт Болшхамда, да, может быть, Дергвей Камен Улка, Сахам Хашпаш Джалцер, но это пейт Болхан, Играха, Уху Хабиш Болшбилха, Яйвейн, Ахкалнаху, Хали Шейца, да, Хамдир, Кадар, Ахад, Хамир, Халла, Ханах, Халай Улиш, Цорчи, Казвилиш, Нахбатер, Индийцич Батя, Ишмидойми преподносить пропаганду. Так, Уху, Таган Даху, Вейсуш, Вей, Юрье, Калнях, Юрье. Огон канал шудук кышкаман ерси канал скаманук нах бахижиш бах канал да шулфе ит эзер сак пашти вол шудах канал да дальше ахмилон бол кышман хашир бол дал ахту бахко огон бахко дик хамвей каман манил дичун бахко дик вей каман бахко вей барт дал барт чао бол вей барт дал бухну бол фан вей مخ ويك أما أغمق واحد أرى واحد متشعر ولي الله موج ما شو يقول. Вот.